Традиционно один из самых закрытых регионов нашей страны. Первая национальная автономия Советского Союза. До недавнего времени вся история этого региона – это попытка сохранить самостийность на всех уровнях. Республика Башкортостан. В последнее время о ней заговорили как об открытом регионе с высокой инновационной активностью. Как такое стало возможным? Чем сегодня живет республика и ее жители? И как Башкирия изменилась за последние несколько лет? Картошку почистишь, мне поможешь? Быстренько. Сейчас. Картошку чистить. Да. Или помоешь немножко? Сейчас Тебе посуда, а то мы не успеваем, скоро гости будут у нас. На маленькой кухне семьи Давлетшиных кулинарный переполох. Последнее приготовление к юбилею. Здесь готовятся вспоминать, как пела и гуляла деревенская башкирская свадьба 30 лет назад. Сколько гостей будет? У нас? Да, сейчас. 10 человек. 10. А на свадьбе сколько было? О, тогда много, 40 человек было. Два уважаемых в Чемшинском районе башкирских семейства, Давлетшиных и Садыковых, свадьбу детей справляли по всем обычаям. Вначале, как и положено, 2 дня гуляли в доме невесты. Затем с тем же размахом гостей встречали родственники жениха. Вообще сестра не хотела отдавать замуж, потому что еще неопределенные. Да, неопределенные. Работа только что начала работать после института. Ну, жизнь такая, куда денешься, потому что жить негде было, отдельно. Любовь свое делает. Да. Семейная легенда гласит, Ришат, сам того не желая, фактически выкрал Наилю. Однажды под Новый год повез ее к себе в деревню отмечать праздник, а вовремя вернуть не успел. Ну, будущий в то время тесть был очень недоволен людьми. Приехал к нам, все, вроде успокоился, дал согласие. Я работал после армии, парень. Ну, видно было, что, думаю, как не подведу. В большой крестьянской семье Ришат стал первым горожанином. Умелый деревенский тракторист, будучи с механикой на «ты», не растерялся и в шумной Уфе. Своей работой я доволен, это моя любимая работа, между прочим. Я люблю такие мелкие вещи работать. Мы как не ювелиры, но у нас работа ювелирная. Здесь счет идет не на миллиметры, на микроны. Под тонким сверлом рождаются на свет прототипы новых деталей для турбореактивных авиадвигателей. Они поднимают в небо боевую авиацию, целую линейку самолетов Су. Уфимское моторостроительное производственное объединение, в котором работает Ришат, создает и узлы для вертолетов Ми и К. Подсчитано. На аппаратах с двигателями, произведенными здесь, поставлено уже более 100 мировых рекордов. Смотри, вот эта поверхность у нас обрабатывается. Да, здесь идет обработка по этой части 2 миллиметра. Это уникальное предприятие Башкирия получила во время войны. Моторостроительный завод сюда эвакуировали из Рыбинска. Благодаря ему республика стала одним из главных центров советского авиапрома. Сегодня технология с приставкой «нано» на заводе уже обыденность. Спецнапыление призвано увеличить ресурс и надежность двигателей. Среди заказчиков десятки стран мира. Первый иностранный партнер у завода появился еще в далеком 1952 году. Наукоемкое производство требует особых кадров. Предприятие готовит их вместе с Уфимским государственным авиатехническим университетом.
В заводском технопарке студенты отрабатывают навыки на учебной линии мини-станков. А если решаются создать свою инновационную компанию, то смогут здесь же обкатать сложные процессы и технологии перед запуском производства. Всего же в республике работают больше 40 крупных предприятий. Тяжеловесом башкирской экономики традиционно считается нефтяная отрасль – добыча, переработка, нефтехимия. Эти предприятия создают почти 60% промышленного продукта республики. Ежегодно Башкирия добывает более 2% от всей российской нефти, производит почти треть всего бензина и дистоплива, больше 5,5% тепловой и электроэнергии. Это своеобразная подушка безопасности региона, не меньше, но и не больше. Мы все понимаем, что акцент на нефти, на энергоносителях, углеводородном сырье – это не перспективы, тогда как мировая экономика меняется в сторону более инновационного насыщения. Сегодня регион находится в активном поиске инвесторов, готовых финансировать производство в области химии, сельского хозяйства, энергетики и деревообработки. Прежде проникнуться своим уставом в закрытую семейственную республику удавалось единицам. Мы вдруг увидим, что несколько лет назад приходит предприятие, которое собирается гипс, производство гипса поставить, приходит в один район, люди встают на дыбы, там шум, гам, ну, в общем, эти немцы уходят. Проходит 3 года, значит, мы затаскиваем тех же немцев, и все, и никаких проблем уже. И люди говорят, да нет, давайте нормально строить. Теперь о возможных рисках инвестор может узнать заранее. В республике провели инвентаризацию районов и создали подробные паспорта привлекательных территорий. А со страниц государственного портала к бизнесу напрямую обращается глава региона. Сам президент заявил, любой инвестор, если не получает поддержку или есть предложение, обращайтесь напрямую ко мне. Вот что парадоксально, сейчас идет из офшорных зон инвестирование. Кипр, Нидерланды. Вот я считаю, что в республике это вот эта тенденция очень хорошая. В Башкирии, имеющей свою хорошо развитую финансовую систему, долгое время действовало негласное ограничение на приход сюда банкиров из других регионов. Теперь их активность только приветствуется. В результате на рынке действуют 96 финансовых организаций, причем только 11 из них созданы в республике. Сегодня в Башкирии работают порядка 600 новых предприятий с совместным капиталом. Эксперты понимают, это немного, но считают, главное – процесс пошел. В последние 2 года в республике наблюдается настоящий инвестиционный бум. Рост вложений в экономику в прошлом году составил 18%, а в этом уже 25%. Если этот показатель будет расти, и мы его будем доводить до 35-40%, как в азиатских странах, то вот здесь мы и найдем тот внутренний потенциал и внутренние источники своего развития. Через 2,5 года республике предстоит своеобразный международный смотр. Саммиты ШОС и БРИКС, за право принимать которые боролись и Самара, и Владивосток, и соседняя Казань, пройдут в Уфе. Раньше шансов заявить о себе на столь высоком уровне у Башкирии практически не было. Теперь важно убедить бизнесменов в том, что с республикой уже можно иметь дело. Чем еще тебе помочь? Сегодня, как и много лет назад, главными блюдами на праздничном столе у давлетшиных будут запеченный деревенский гусь и сладкая губадья. Так делала бабушка Наили, ее мама и свекровь. В этой семье трепетно хранят не только кулинарные традиции. Башкиры, основной народ, они свой язык должны сохранить, свой язык должны изучать. А вот другие люди, которые живут в Башкортостане, тоже же, раз живут на этой земле, значит, должны знать местный язык, местные обычаи, быт, традиции этого народа. Знание многих языков, это приносит, значит, пользу, развивает личность человека, мышление. Наиля, преподаватель башкирского, готовилась работать в сельской школе.
Но когда 20 лет назад ее родной язык стал вторым государственным в республике, оказалась востребована специалистом в столице. Зная башкирский язык, другие языки можно понять. Они все родственные языки. Изучение башкирского в школах может стать необязательным. Разговоры об этом все чаще ведутся в республике в последнее время. Чтобы заинтересовать учеников, преподавателям нужны сильные доводы. Мы ребятам всем объясняем, что знание языка, значит, это одного башкирского языка, это может вам большую дорогу может открыть. Стараемся всячески, значит, заинтересовать ребят. Через, значит, мультимедийные проекторы используя, проводим уроки. Давайте объясняем значение этих слов. Ремесло пить есть не просто, но само кормит. Само кормит. Действительно, если у тебя есть ремесло, профессия, значит, ты что делаешь? Сам себе зарабатываешь или сам себе находишь средства существования или проживания, да? Хорошо. Современные обучающие технологии уже привычны для учеников этой самой обычной средней школы в спальном районе Уфы. С 2011 года по федеральной программе модернизации общего образования средние учебные заведения начали оснащать компьютерными классами. Те же, кому повезло учиться в только что построенных зданиях, уже вряд ли узнают, что вместо электронных на партах когда-то лежали обыкновенные бумажные дневники. В череде обычных школьных олимпиад в Башкирии второй год проводится особая – Кубок Гагарина. Она для самых маленьких. Именно из младших школьников здесь рассчитывают воспитать новое поколение лидеров. Мы видим, что это, во-первых, востребовано. Нужны технологии. Технологии. Вот те, которые могут действительно вот эти вещи, вот эту мускулатуру, стремление человека, там, сказать, что я лучше, я могу, я победитель. Есть тренд в республике, президент об этом говорит, где лидеры? Давайте, и надо смотреть, надо искать, надо формировать. Они везде есть, они действительно есть везде. Надо только пометить, посмотреть и дать им возможность себя реализовать. В системе высшего образования Башкирии тоже назревает большая перемена. Я думаю, что для этого у нас все основания есть для того, чтобы сделать Уфу или Республику Башкортостан центром развития передового образования. Инновационность – это уже требование времени. То есть высшие учебные заведения должны стать центрами инновационного развития не только как бы в учебном процессе, но и в науке. Открытость для высшего учебного заведения – это одно из требований. Только в Башкирском государственном университете количество иностранных студентов достигло 200 за последний год. Сюда едут учиться из Китая, Вьетнама, Болгарии, Турции, Ирана и стран СНГ. Параллельно БГУ взял курс на многоязычие по образцу классических мировых университетов. У нас изучаются почти все европейские языки. Основные – это английский, немецкий, французский. Кроме того, как вторые языки изучаются польский, болгарский, сербо-хорватский. Кроме этого, мы изучаем как основные языки персидский язык, турецкий язык, арабский язык. И в последнее время мы начали изучать и китайский, корейский и иврит. И вот наша задача, или как бы концепция воспитательной работы вот нашего университета, это вот философия сотрудничества. Вот для нас это очень важная вещь. Не менее важно привлечь деньги под студенческие и научные проекты. В БГУ всего за несколько лет количество грантов увеличили втрое, доведя объем затрат на исследования до 150 миллионов рублей. Благодаря такой образовательной политике в Башкирии, например, удалось открыть единственный в России центр изучения дисперсных систем.
Сегодня в республике, как и везде в России, остро ощущается недостаток технарей и переизбыток юристов, историков, экономистов. Здесь стараются сгладить перекос на рынке труда, сокращая число бюджетных мест на гуманитарных факультетах. Однако число абитуриентов, претендующих на эти специальности, не уменьшается. Средний конкурс на гуманитарные факультеты в республике – 12-15 человек на место. Поэтому неудивительно, что четверть выпускников школ ежегодно уезжает попытать счастье в столичных или соседних региональных вузах. Когда наши молодые люди, то есть выпускники средних школ, когда они становятся студентами Московского, Санкт-Петербургского университетов или кто, это же замечательно. Потому что они хотят учиться в лучших вузах. Это не отток. Это, я считаю, это что возможности есть, что уровень жизни, подготовки, он качественный, он позволяет реализовать себя везде. Дайсян, идем. Пирог начинай делать. Печку надо быстрее положить. Если дочка захочет уехать куда-нибудь в другой город или в другую страну, это, конечно, для нас очень болезненно будет. Но препятствовать сильно я не буду, наверное, потому что я думаю, если она уедет, то, наверное, только на время, чтобы набираться опыта, знаний, а потом все равно корни свои к себе тянут, вернется. За домашние десерты в семье Давлетшиных с недавних пор отвечает дочь Решата и Наили Лейсян. Девичье увлечение она рассчитывает сделать главным занятием своей жизни. Девушка учится в аграрном университете на технолога-пекаря. Как у нас шутят в Башкирии, нефть уже кончается. И поэтому я пошла именно на эту специальность. Мне очень хотелось делать пироги, торты, получается, продолжать мамино хобби. Закончу университет, пойду, конечно, работать на кого-то, потому что надо набираться опыта. А потом, как соберу деньги и накоплю свой опыт, конечно же, открою свое дело. Молодежные бизнес-идеи очень нужны республике. Почти половина предпринимателей Башкирии, около 250 тысяч человек, люди в возрасте от 30 до 40 лет. К концу десятилетия, по планам местных властей, их число должно удвоиться. В последние годы в республике уже стало традицией открытия сезонных профильных школ для начинающих. Начинающие бизнесмены внимают каждому слову столичных лекторов, налоговиков, аудиторов, успешных предпринимателей, которых собрала в Уфе школа российской политики. Еще пару лет назад такой обмен опытом устроить здесь было невозможно. Регион продвигал только собственное нефтяное экономическое чудо, не прислушиваясь к советам извне. Собирали 4 ведомства. Нужно начать писать бизнес-план. То есть, если в дальнейшем ты захочешь привлечь инвесторов, ни один инвестор с тобой не будет разговаривать на том языке, о котором мы привыкли говорить, без бизнес-плана. Можешь прямо наемным рабочим устроиться. Если с внутренней стороны посмотреть на дело, то легко можно продолжить уже. Начинайте прямо сейчас. Завтра начинайте. Сегодня начинайте заниматься предпринимательством. Сегодня в России огромное количество возможностей, и не надо выпускать. Не надо ждать, пока вы получите диплом, пока вы станете дипломированным специалистом. Если вы предприниматель, и это ваше, у вас будет получаться с первых дней. А вот на этом увлечении не заработаешь. Молодые люди на своей волне, открытые для новых и совсем нематериальных идей. Несколько месяцев назад уфимцы запустили в социальных сетях марафон добрых дел. Он объединил больше 8 тысяч пользователей по всей России. Флешмоб в гостином дворе – это способ просто привлечь внимание к своему движению и пополнить его ряды. На счету марафонцев уже десятки благотворительных акций в детских домах и адресная помощь старикам. Вы, конечно, знаете, что у нас группа партнеры, многомиллионные группы ВКонтакте, люди об этом в курсе, и это очень такое большое движение сейчас, поэтому я очень рассчитываю на то, что сегодня вы синхронно сработаете. Вообще, этой зимой волонтерское движение грозит поглотить Уфу. Городу удалось почти невозможное. Он принимает сразу 2 международных чемпионата по хоккею среди молодежных команд и 6-е зимние детские игры. Очевидно, все это нужно не только спортсменам. Сегодня мы имеем по всей стране, в республике тоже, молодежь, которая выросла в другой системе координат.
То есть они по-другому воспринимают жизнь, они по-другому воспринимают, так сказать, те обстоятельства, в которых они живут. Но считают, что «а я-то тоже могу что-то сделать». И вот мы видим, что вот стрелка поворачивается в сторону тех, кто уже изъявляет что-то сделать, то, что он может. Конаклар келген к нам гости пришли. Кариночка молодая, красивая, малышка нашего турбана. Обычаю первый раз, когда ребенок приходит в гости, намазывать маслом. Написали ведь тоже сейчас. Дорогие гости, вот у нас сегодня годовщина нашей свадьбы. Давайте начнем, наверное, с шампанского. Идәгет, иптәшләр, тугандар, ошо матур табынга йыелган хәзер. По-русски говори. Ярай, әйтәйем әле башкортса. Амин. Сегодня за этим столом есть еще один повод для тоста. У новорожденной внучатой племянницы Ришата и Наили первые большие смотрины. Давайте, у нас, Карина, сегодня первый день в нашем доме. Это тоже отметим. Как думаешь насчет третьего? Нет, двоих надо. Ну, поставить. Да, сына надо, обязательно сына. Да. Пока молодые надо. В деревенских башкирских семьях принято иметь много детей, но у жителей большого города другие приоритеты. В селе рожают 5-7, до 10 детей было. Но мы сейчас хлопали бы в ладоши, если бы было вот в семье в каждой 3 ребенка. Я думаю, что сегодня есть условия минимум 5 родить и выхаживать. Как наша Эльвира себя чувствует за последние сутки? Вчерашний вес 530 грамм. 530 грамм. Предпоследний был 513, значит, прибавка составила 17 грамм. Хорошо. Эльвирой эту девочку назвали реаниматологи. То, что она живет в больнице уже 11 дней – настоящее чудо. Ребенок появился на свет вопреки наставлению врачей. Как они и предсказывали, мама не смогла выносить девочку. Эльвира родилась на 24-й неделе. Еще недавно таких детей даже не брались выхаживать. Сейчас у местных врачей появилась возможность спасти девочке жизнь. А у этих младенцев много жизней, и шанс здесь дают уже врачам. Этот симуляционный центр в клинике медуниверситета – повод для зависти коллег из соседних регионов. Теперь Башкирия для них – ближайший центр профессионального притяжения. Дорогие манекены, полученные по ограниченной федеральной программе, здесь стали просто бесценными. На них самые разные варианты реанимации или сложнейшие роды можно доверить даже неопытному студенту. Цель – довести его правильные действия до автоматизма. Я бы хотела, чтобы в медицине вот были кадры высокотехнологичные. Сегодня люди знают, если ты профессионал, ты востребован. Республиканская система здравоохранения и раньше поставляла России врачей мирового уровня. Здесь традиционно сильные школы офтальмологии, нейрохирургии и онкологии. В один ряд к ним можно сегодня поставить и сосудистую хирургию. У нас появилась возможность выполнять более сложные процедуры, которых мы раньше даже только ездили и видели на конференциях. К нам приезжают с Ямало-Ненецкого автономного округа пациенты, с Сахалина, с севера, с юга. Едут пациенты на обследование на нашем уникальном ангиографе. Очередная задача местного здравоохранения – открыть новые медицинские возможности жителям своей глубинки. Сейчас в каждом районе аппарат УЗИ, лабораторные исследования, компьютерный томограф. Не отходя от, допустим, райцентра, сделали анализ, по телефону поговорили с врачом, и тут же достаются препараты. Вот это вот в каждом районе так. Молодых врачей на село власти заманили миллионом подъемных рублей. Из 500 заинтересовавшихся немало специалистов из соседних регионов. К концу этого года больницы полностью планируют перевести на электронный обмен медкартами. Самое важное, какие ассоциации должны всплывать у людей при упоминании слова «Башкирия», это как раз то, что это самый прогрессивный, самый динамично развивающийся, самый комфортный для жизни простого населения регион.
молодоженов Давлетшиных планов еще как минимум на 30 лет совместной жизни. Дать хорошее образование дочери, помочь ей найти место в жизни, дождаться внуков. Какой будет Башкирия в их время, зависит от каждого, кто живет в ней уже сейчас. Перемены, конечно, очень хорошо. Мы должны жить с перспективой в ногу и не отставать, чтобы не говорили, что вот отстала и ничего не знает. Но это, с одной стороны, хорошо, но в то же время нельзя забывать обычаи, традиции, устои и нравы этого народа, этой земли. Долгое время в Башкортостане чужаку были рады, только если он был личным гостем. Но замкнутое некогда общество меняет отношения с внешним миром, открываясь новым идеям и свободно впуская к себе всех, кто готов честно трудиться на этой земле. Клановость и кумовство остаются в прошлом. Социологи уже отмечают, среди населения становится все больше оптимистов. Люди видят перемены к лучшему. И главное, они к ним готовы.